тех, кто сначала поворачивает, а потом думает, поворотунами зовут. Два водителя нашли друг друга на севере Москвы. Наш зритель Игорь прислал видео встречи. Светлая иномарка попыталась объехать плотный поток по полосе для движения направо. Затея почти удалась, но все испортила темная легковушка. Сами себя наказали за вольности. Томск. Посмотреть направо и уступить дорогу. Простой поворот головы избавил бы водителя кроссовера от столкновения с телезрителем Сергеем. Увы, автомобилист не заметил нашего зрителя. Удар в борт и ролик вводить по-русски как напоминание. Смотреть нужно в оба. Нет иного кренделя управы. Новокузнецк. Две легковушки умудрились найти друг друга на абсолютно пустой дороге. Один из водителей не заметил машину, ехавшую навстречу, и повернул налево. Досталось не только встречному автомобилю, но и припаркованному у дома, где живет наш зритель Максим. Он сверху наблюдал за фигурами высшего пилотажа. Митя и его сын Тимофей засвидетельствовали раллийный заезд в Москве. Правда, очень короткий. Водитель иномарки попытался эффектно пройти поворот, но облажался. Вместо дрифта получился неуправляемый занос. В Ростове-на-Дону трио пешеходов доказало, что короткий путь не всегда самый простой. Финальная часть сомнительного приключения развернулась перед нашим зрителем Андреем. Это паркур, да? Козлы горные. Козлатур. Перехожий. На счастье кренделей экстремалов, им попались внимательные и благородные водители. Путешествие через 6 полос и отбойник завершилось удачно. В ночи не только все кошки серые, но и велосипедисты. Краснодар. Супруга нашего зрителя Николая стала свидетелем малоприятной встречи велосипедиста и легковушки. Двухколесный пытался натиском взять переход, забыв, что в таких ситуациях полагается спешиваться. Юноша почти доехал до тротуара, но почти не считается. Молодой пацан. Нижний Новгород. Юный мастер неожиданных появлений выбрал идеальное место, чтобы показаться нашему зрителю Станиславу. Ни фонаря, ни зебры, ни намека на светоотражатели. Райдер имел все шансы на пару неприятных пируэтов, но Станислав был предельно внимателен. Погудел в назидание, конечно, но тем и ограничился. Родители, объясните ребенку правила.